Таймураз Мамсуров провел заседание, посвященное теме празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Глава призвал руководителей районов, министров, а также работников госорганов всерьез подойти к вопросу подготовки к юбилейной дате. Докладчики отчитались о проделанной работе, а также рассказали о программах по подготовке к празднованию Дня Победы. Горожан ожидает более 35 мероприятий, в том числе установление мемориальных досок и ремонтные работы в квартирах участников Великой Отечественной войны. По словам министра строительства Северной Осетии Казбека Ализова, обеспечить жильем участников войны планируется уже в мае. Мы сыны, дочери, внуки и внучки победителей, перед которыми снял шляпу весь мир. У нас есть острая необходимость, я уверен, что и члены Оргкомитета Победа, и все жители нашей республики в основном считают это своей миссией сделать все, чтобы 70-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне, освобождения Европы от фашизма в нашей республике были отпразднованы на самом высоком уровне, достойно, солидно и с пользой. Молодежная организация «Рухш» провела акцию, целью которой является популяризация остинского языка. Инициативная группа считает, что родной язык должны знать все. И что еще более важно, не стесняться на нем говорить. Горожане с интересом отнеслись к мероприятию, и по словам организаторов, заинтересованность людей придает огромный стимул для дальнейшей работы в этом направлении. Напомним, молодые люди впервые заявили о себе осенью прошлого года. Тогда состоялась их первая акция. Ее девиз звучал «Каддаирон вот девжак жон». Слоган стал популярным в социальных сетях. Мы надеемся, что подобными акциями мы сможем способствовать сохранению и развитию осетинского языка, а также привлечь общественность, а именно молодежь, к своему родному языку, чтобы они дома, находясь у себя в городе, заходя в какие-либо магазины, в аптеки, они разговаривали на своем родном языке, они смущались и больше всего, как показывает практика, говорят на русском языке. Таймураз Мамсуров на недавней встрече с Владимиром Путиным сообщил, что в Северной Осетии в 2014 году темпы роста зарплат бюджетников составили 110%. Эта цифра вызвала бурное обсуждение в социальных сетях. Согласно прогнозным данным, средняя зарплата бюджетников в 2014 году составила 20,5 тысяч рублей. Окончательные данные Росстат опубликует позже. Слова главы пояснил министр экономического развития республики Сослан Бесолов. Как они формируются? За основу берутся 100% 2013 года, то есть это 18 664 рубля средняя заработная плата. И в 2014 году у нас получается 20 530 рублей средняя заработная плата, пока прогнозируемая. За 2013 год она уже утверждена Росстатом, цифра эта. В 2014 году она пока прогнозируется. Мы делим 2014 год на 2013 и получаем вот эти 10%. 100% это база, от которой мы считаем. О перспективах развития физкультуры в Северной Осетии поговорили в Институте повышения квалификации работников образования. Вице-премьер Рустем Келихсаев, министр образования Алан Огоев и министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Хасан Бароев встретились с педагогами школ. Организаторы обозначили ключевые задачи, которые стоят перед работниками этой сферы. Среди них создание национальной системы воспитания здорового подрастающего поколения и дальнейшая модернизация этой системы. Не обошлись стороной и проблемы. В частности, говорили о нехватке в школах спортивного инвентаря. Пугает и процент детей, освобожденных от занятий физкультурой. А заместитель декана профильного факультета СОГУ Владимир Ларионов поднял вопрос заработной платы. В среднем по республике учитель физкультуры получает 10 тысяч рублей. Вопросы внимания к самим педагогам, к учителям, вопросы их повышения квалификации, вопросы их аттестации, методической поддержки выходят сегодня на первый план. Я хочу с большим удовлетворением отметить, что такое мероприятие у нас проходит впервые, и то внимание, которое сейчас мы уделяем непосредственно учителям физкультуры, здоровью наших детей, использованию здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе, позволит говорить о достижении тех ключевых показателей, о которых мы говорим.
Дизайнер из Владикавказа Наталья Кулиева заняла второе место на международном конкурсе «Кутюрье года», где представила коллекцию свадебных платьев «Жемчужина нартов». Возглавляли жюри всемирно известный российский кутюрье Вячеслав Зайцев и итальянский модельер Массимилиано Жангросси. Помимо молодых дизайнеров из России, участие в шоу приняли мастера модной индустрии из 5 стран мира. Коллекция Кулиевой произвела настоящий фурор. В ближайшее время она будет представлена на конкурсе в Объединенных Арабских Эмиратах. Где, как не за океаном, человек может понять, насколько сильно он любит свой родной край, свою родную Осетию, тем более, что мы богаты нашей культурой, нашими традициями, уважением к старшим, свадебными обрядами. Естественно, свадебные платья, национальные платья – это прежде всего красота. И вот мы любим творить красоту. Каждый мастер, который расшивает данные наряды, да, то есть это каждый камушек пришивается вручную. То есть на создание платья уходит колоссальное количество времени, вот, и, соответственно, мастер вкладывает тратит не просто свое время, да, но и вкладывает свою душу.